О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в республике на 11 часов 28 мая. Асет Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в Якутии. Доброе утро. Ситуация у нас в республике остается напряженной. За сутки зафиксировано 94 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 56 по городу Якутску, 22 в Ленске, 8 в Мегано-Кангаласском районе, ну и остальные единичные случаи в ряде районов. У нас по Ленскому району 22 случая – это вахтовые работники Чаяндинского и Талаканского месторождения и контактные с ними члены семей. По Мегано-Кангаласскому – это отработка контактов ранее заболевших. Мы считаем, что в Мегано-Кангаласском районе все-таки нам удастся локализовать вот в эти дни очаг заражения в ряде наследов, и распространение дальнейшее все-таки инфекции уже не будет получать. Самая серьезная остается ситуация по городу Якутску. Вот эти 56 случаев, они разноплановые, в основном это внутрисемейные очаги, внутрикорпоративные. И, конечно же, ситуация по городу Якутску требует достаточно серьезных мер и решений, потому что мы в эти дни или сможем переломить ситуацию в лучшую сторону, или она будет в дальнейшем ухудшаться. Поэтому оперативным штабом принято решение о том, чтобы вот эти дни, пятница, суббота, воскресенье, стали днями максимального, скажем так, максимальной санитарной очистки города Якутска, его территории, его учреждений. Поэтому мы рекомендуем всем предприятиям, учреждениям в пятницу провести тотальную, скажем так, чистку в своих помещениях, провести санитарную обработку. В субботу и воскресенье общественный транспорт города Якутска мы рекомендуем, чтобы он не запускался, не работал. В субботу, воскресенье также должна быть ограничена работа всех объектов торговли. Продовольственные магазины будут работать только в субботу, в воскресенье не будут работать. И в субботу, воскресенье все другие магазины, торговые точки должны быть закрыты. Мы считаем, и наши специалисты-эпидемиологи подтверждают, что в случае реализации этих мероприятий в течение 2 дней, если будет достигнуто максимальное социальное вот такое разделение, социальное дистанцирование жителей города Якутска, то ситуация будет переломлена, и вот эта позитивная, легкая динамика, которая сейчас у нас начинает появляться, она станет такой уже определяющей в дальнейшем развитии событий по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Якутске. Вот, других способов на сегодняшний день нет. Мы понимаем, что ограничительные меры, они у нас, скорее всего, будут по крупным нашим населенным пунктам продолжены, но они у нас и так самые, скажем так, легкие в стране. Вот тот первый этап, который по всей стране снимают, он у нас уже реально реализован. Арктические труднодоступные у нас населенные пункты уже практически сняты все ограничения. В сельской местности также снято абсолютное большинство всех ограничений, кроме общепита практически, и ряда бытовых услуг тоже все снято. Я считаю, что это очень большой шаг вперед. Так? Ну и даже вот, если смотреть наши крупные населенные пункты, то у нас ограничения в первую очередь касаются объектов торговых центров, объектов оказания бытовых услуг, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-залы, культурные мероприятия. И, конечно же, понятно, что это те ограничения, которые должны сниматься уже при реализации 3-го этапа. Поэтому я считаю, что у нас основные ограничения уже сняты, но для того, чтобы не вводить новых, вот по городу Якутску мы считаем, что вот эти 3 дня предыдущих, пятница, суббота и воскресенье, будут максимально важны. Поэтому я призываю всех жителей города Якутска максимально в эти дни оставаться дома, на дачах, никуда не ходить. Это исключительно важно и для вас, и для здоровья ваших родных и близких, и в целом для благополучия города Якутска. Я уверен, что все это будет сделано, и мы уже с понедельника будем видеть положительную динамику в развитии ситуации по коронавирусу по Якутску, ну и в целом по республике. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в республике на 11 часов 28 мая. Ну давай же, пусть все пришлют мне свои СМС-коды. Трах тебе дох! Ай! Вылезай, гад!
Вылезать будешь? Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на fincult.info. В эфире программа «Актуальное интервью». С 1 июня в стране начнется поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма. Стоит ли планировать этим летом выездной отдых, какие направления будут востребованы, как соблюдать безопасность и при каких условиях восстановление туротрасли будет быстрым и эффективным. Об этом мы поговорим сегодня с экспертом туракселератора Российского экспортного центра Натальей Беляковой. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия Вячеславовна. День добрый, дорогие зрители. Вот как туристическая отрасль страны и мира переживает последствия пандемии? Каковы потери? Слушайте, ну мы лежим, вы знаете, наверное, в такой, можно сравнить немножечко на ИВЛ, да? Вот, конечно, отрасли это дается очень тяжело, потому что отрасль зарабатывает, как известно, на перемещениях людей, которые сейчас жестко ограничены даже внутри стран, да? Поэтому, конечно, непросто. Те меры, которые предпринимает отрасль для поддержания себя, например, ательеры вводят там тарифы, знаете, переждать карантин, да, или офис там, ну, такой временный офис, да, рестораторы развивают доставку и так далее, да, это все меры, которые, ну, помогают